Золотая картошка в Таджикистане. Все надежды только на новый урожай. В Таджикистане наступил период картофельного дефицита, прошлогодний картофель израсходован, а новый урожай еще не поспел. Раньше импорт восполнял пробелы, а нынче его почти нет из-за закрытия границ с Китаем и Афганистаном. Есть малая доля импорта картофеля из России, Узбекистана и других стран бывшего Союза железнодорожным путем, чего явно не хватает для удовлетворения потребностей населения в этом продукте. Влажность норма потребления картофеля в Таджикистане составляет 92 кг в год на человека. Для обеспечения населения нужно производить примерно 830 тысяч тонн в год. Согласно данным Агентства по статистике при президенте РТ, в 2019 году в Таджикистане было произведено более 994 тысяч тонн картофеля. То есть республика сама может обеспечить население картофелем. Вроде как. Реально же потребление картофеля превышает более 130 килограммов на человека в год, поэтому картофель завозится также из других стран, России, Пакистана, Китая, Узбекистана, в зависимости от сезона. Почему растут цены? Эксперты называют несколько причин, которые привели к взлету цен на картофель в эти дни. В первой половине года картофель традиционно дорожает из-за затрат на хранение и логистику. Его запасы обычно заканчиваются в марте, с повышением температуры он начинает портиться, и производители стараются сбыть всю продукцию до наступления весны. Хотя Таджикистан производит около 1 миллиона тонн картошки за год, сохранить урожай до следующей весны не удается, потому что нет овощехранилищ. Это положение повторяется из года в год, и поэтому в апреле-мае традиционно повышается цена. Но не настолько, как в этом году. В нынешнем подорожании свою лепту внесли необоснованная паника из-за распространения коронавируса, инфляция, подорожание транспортных услуг, а также погода, неожиданный снег в апреле и ночные заморозки. С другой стороны, в этом году в Таджикистан мало посеяли ранний картофель. По данным Минсельхоза, на 1 декабря 2019 года он был посажен на площади 887 гектаров, что составляет 91% прошлогоднего показателя. Выращивать стало дорого, как считают некоторые местные аналитики по сельскому хозяйству. На ситуацию с подорожанием картофеля повлияло и то, что в последние годы заметно сокращение его посевных площадей в личных подсобных хозяйствах. Потому что выращивать там картофель стало менее целесообразно из-за дороговизны удобрений и отсутствия качественного семенного материала. Люди, имеющие приусадебные участки, наравне с горожанами покупают овощи на городских рынках. Нужно агитировать население выращивать овощи на своих земельных участках, как это делается в Беларуси и Узбекистане, уверен махалинских активист Самат Абдурахимов из района Рудаки. Особую тревогу вызывает положение дел на местных подразделениях Таджикмутлубот, которые не в состоянии запасаться необходимым объемом овощей и фруктов, в том числе и картофеля. У них нет хранилища, где можно было бы хранить продукты, и нет средств, чтобы в сезон закупить у дихкан излишки продукции. Современных овощехранилищ с охлаждающим устройством в республике не хватает, а без них картошку по весне, а тем более летом нельзя сохранить, по большей части она в это время сгнивает, говорит агроном Ибадулла Шаазимов из Шахринава. Есть еще одна причина. Фермеры, которые выращивают картошку, жалуются на высокую себестоимость продукции. Если получишь менее 200 центнеров с га, расходы не покрываются, говорят они. Урожайность наших полей не выше 150 центнеров. Чтобы повысить урожайность, нужна качественная обработка почвы с помощью хорошей техники, что стоит огромных денег, нужно высокоурожайные семена, которых не найти, минеральные и органические удобрения, которые очень дороги. Скоро цены стабилизируются. Дилшот Музафарзода, первый заместитель начальника антимонопольной службы, говорит, что с появлением раннего молодого картофеля цены стабилизируются. Через несколько дней в республике начинается массовый сбор раннего картофеля и других овощей, что положительно повлияет на ситуацию на рынке. По его мнению, молодая картошка, которая сегодня продается на рынках по 10-12 самани, скоро должна заполнить лавки базаров и супермаркетов. А пока малоимущие семьи уже перестали закупать картофель. Медсестра Зайнура Мадумарова говорит, что у нее истекли запасы картошки неделю назад, но увидев цены, она не стала ее покупать. В рационе семьи сегодня зелень, крупа, чака.